Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. Министерству по налогам и сборам исполнилось 28 лет. В Сухуми прошли мероприятия, посвященные этой дате. Расценки за вспышку останутся на уровне прошлых лет. В Министерстве сельского хозяйства обсудили затраты на пахоту в связи с ростом цен на топливо. В 10-й средней школе города Сухум прошел очередной творческий конкурс «Проба пера», организованный Министерством просвещения и языковой политики. Юные абхазские брейкдансеры заняли 2 первых и 1 второе место на чемпионате в Сочи. Президент Аслан Бжаня принял уполномоченного по правам ребенка в Абхазии Мактину Джинджоли. Она представила информацию о количестве обращений по различным вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних за период с июня 2021 года по март 2022. Как сообщает пресс-служба президента, в ходе встречи были определены приоритетные направления работы аппарата уполномоченного на предстоящий год. Глава государства обещал оказать правозащитному органу поддержку и содействие для его полноценного функционирования и обеспечения деятельности по защите прав и законных интересов детей. Министерство по налогам и сборам отмечает день рождения. Государственная налоговая служба Абхазии была создана 14 апреля 1994 года постановлением председателя Верховного Совета Владислава Арцинба. Министерство по налогам и сборам службу преобразовали в 2002 году. В Сухуми прошли мероприятия, посвященные 28-й годовщине МНС. Репортаж Алики Трапш. Мероприятия, посвященные 28-й годовщине Министерства по налогам и сборам, начались с возложения цветов к мемориалу погибших в Парке Славы. 53 сотрудника ведомства принимали участие в Отечественной войне народа Абхазии. 9 из них удостоены государственных наград. После церемонии возложения венков министр по налогам и сборам Джансух Нанба поздравил коллектив с профессиональным праздником. Мы носим с вами гордое звание сотрудников и инспекторов налоговой службы. Это честь, это достоинство, и это очень важная роль в государстве, в нашем молодом государстве, которое находится все еще на этапе становления и развития. И тот вклад, который вы вкладываете в процесс развития нашего государства, сложно переоценить. Налоги – важная составляющая доходов государства. Еще ни одно государство в мире не смогло обойтись без налогов, которые необходимы для выполнения определенных функций. И бюджеты многих стран в основном формируются за счет поступлений, полученных от их взимания. Основная задача Министерства по налогам и сборам – контроль за соблюдением налогового законодательства страны всеми субъектами экономики, с тем, чтобы они своевременно и в полной мере вносили платежи в госбюджет. Всего в структуру центрального аппарата входят 10 управлений. Артур Саманба – начальник управления налогообложения юридических лиц. Уже 20 лет он трудится в налоговой службе. За это время были приняты множество законных актов, которые способствуют улучшению качества работы. Мы начинали вообще работать на бумажных носителях, собирались куча документов и так далее, и так далее. Сейчас у нас уже все в электронном фактически виде, но еще не все, но мы планируем полностью перейти на электронный оборот, касаемо именно нашего управления. Сложность самая, наверное, основная у нас заключается в общении с людьми, потому что правильно объяснить людям, донести до людей, что необходимо платить определенные налоги по таким-то ставкам и так далее, и так далее. Бывают и споры, конечно, но мы приходим к каким-то общим, не знаю, действиям в дальнейшем. Все руководители и сотрудники управления Министерства по налогам и сборам добросовестно выполняют свои обязанности. Управление камеральных сборов было создано 4 года назад в рамках усиления текущего налогового контроля. Сюда поступают сведения из различных внешних источников, других ведомств, которые сопоставляются со сведениями в программе управления камеральных проверок. Одной из основных задач нашего управления является также контроль налогового вычета по налогу на добавленную стоимость.
а точнее правомерность применения такого вычета организациями. Мы стараемся проверить всю цепочку от организации, первой принявшей вычет. Дальше мы смотрим в последующем, организация, предоставившая вычет, начислила ли этот платеж у себя и так далее. Мы стараемся всю цепочку рассмотреть. Наша основная сложность в том, что все-таки мы не можем исключить человеческий фактор, поскольку в других странах зачастую функционирует уже программный продукт, который этим занимается. То есть там как бы не люди ручками, говоря, вот прямо там в Excel сбивают таблицы, массивы, там сопоставляют какие-то данные. Все это делает программа, и она выявляет все риски, все обрывы налоговых цепочек, а нам приходится это делать вручную. В разные годы налоговую службу возглавляли Беслан Куправа, Григорий Еник, Константин Узган, Адгур Лужба, Вахтанг Пипи, Рауф Цимцба, Даур Курмази. В настоящее время под руководством Джансу Хананба в Министерстве по налогам и сборам трудится около 200 человек. В честь 28-й годовщины со дня основания ведомства за добросовестное исполнение профессиональных обязанностей лучшим сотрудникам министерства были вручены благодарственные грамоты и присвоены классные чины. Аля Катрапш, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Президент Аслан Бжаня поздравил коллектив Министерства по налогам и сборам с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что от добросовестного труда сотрудников МНС зависит успешное функционирование государства, реализация программ в здравоохранении, науке, образовании и социальной сфере. Аслан Бжаня также отметил, что постоянное совершенствование работы с помощью информационных технологий, внедрение электронных систем обмена информацией обеспечивает четкость и прозрачность налоговых поступлений. Ответственность, профессионализм и компетентность сотрудников налоговых органов должны способствовать дальнейшему росту поступлений налогов в бюджет страны, формированию благоприятного инвестиционного климата в республике, говорится в поздравлении. С Днем образования налоговых органов министра по налогам и сборам Джансу Хананба и коллектив ведомства поздравил премьер-министр Александр Анкваб. Глава правительства поблагодарил сотрудников министерства за работу и выразил уверенность, что МНС и дальше будет успешно выполнять возложенные на налоговые органы обязанности во благо республики и ее экономической безопасности. Председатель Государственной Думы Федерального собрания России Вячеслав Володин поздравил Лашу Ашуба с избранием на пост спикера Народного собрания Абхазии. Пожелав Лаше Ашуба успеха в работе, Вячеслав Володин пригласил его посетить Российскую Федерацию с официальным визитом в целях развития российско-абхазского межпарламентского сотрудничества. С избранием на пост спикера парламента Абхазии Лашу Ашуба поздравил и председатель Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Александр Коршунов. В поздравительном письме Коршунов выразил надежду на плодотворное сотрудничество и укрепление межпарламентских связей. Александр Коршунов поздравил Фазлыбе Авизба, Астамура Аршпа и Ашота Минасяна с избранием вице-спикерами Народного собрания Абхазии. Расценки на вспышку останутся на уровне прошлых лет, а разница в стоимости дизельного топлива будет компенсирована за счет средств Минсельхоза. Затраты на пахоту в связи с ростом цен на топливо обсудили в Министерстве сельского хозяйства. Совещание прошло с участием глав районных администраций и руководителей МТС. Репортаж Гугуцы Вардания. В дворе апрель, а это значит, что крестьяне активно занимаются весенне-полевыми работами. На сегодняшний день вспахано более 130 гектаров, что немного меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Всему виной неблагоприятные погодные условия. Также в Минсельхозе сообщили, что повышение цен на топливо не повлияет на работу районных МТС, так как разница в стоимости будет компенсирована государством. У нас от руководства государства, от президента лично вчера в совещании было, стоит задача провести весенне-полевые работы силами наших МТС, то есть тракторных станций, чтобы эти работы, себестоимость этих работ или расценки этих работ не были выше, чем в прошлом году. То есть вспашка 1 гектара, как и в прошлом году, будет стоить 3000 рублей. Беслан Джопо также добавил, что за этим процессом важно проследить, так как есть факты, когда механизаторы сами устанавливают цены. Мы хотим, чтобы наши крестьяне, фермеры, которые проводят такие работы, чтобы знали, что
с помощью государства это будет поддерживаться, но они должны знать, есть человеческие факторы, когда механизаторы, я не говорю обо всех, но есть, и мы не можем проследить, возможно, кто-то требует больше, вот понятно, что он вначале приобретает топливо, знает, что повышение топлива, и, возможно, будут какие-то повышения требовать. Но крестьяне, если бы нам помогут с помощью глав администрации сел, с помощью наших сельхозуправлений, мы сможем проследить, но хотелось бы, чтобы сами крестьяне знали, что на уровне прошлых лет они все занимались не первый год и знают, что сколько стоит. Основная ответственность за регулированием процесса будет возложена на глав сельских администраций. Я думаю, тот объем, который нужно будет спахать, и каждая глава сделает заявку от лица сельчан, давайте через глав, чтобы не напрямую сельчане обращались, а чтобы обращались через главы, и уже, когда это уже какая-то мера ответственности в том числе, когда он главе своему села заказывает тот или иной участок, он уже и обработает, и просто им там спахали, помогли, и там бросил, извините, уже не получится. Раз он обратился, это уже какая-то ответственность, что довести эти работы до конца, скорее всего. В совещании, посвященном вопросам весенне-полевых работ, приняли участие главы администрации районов, руководители сельхозуправлений и машино-технологических станций. Гугу Савардания, Тимур Гогохи, Гудис Аттарба, Абхазское телевидение. Ситуацию с поисками российского туриста в горной местности Гагарского района обсудил премьер-министр Александр Анкваб с министром по чрезвычайным ситуациям Львом Квицине. Глава спасательного ведомства также рассказал о подготовке районных спасательных служб и спецтехники к предстоящему туристическому сезону. Александр Анкваб поручил определить формы взаимодействия МЧС и Минтуризма по регистрации туристических групп перед отправлением в горы. Он также подчеркнул, что при подготовке мероприятий к туристическому сезону необходимо учитывать опыт прошлых лет. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 апреля 2022 года составила 9137 рублей, сообщается на сайте Госстата Абхазии. В эту цифру входят продовольственные товары на сумму 6250 рублей, непродовольственные товары на 1791 рубль, платные услуги, налоги и обязательные платежи 1096 рублей. Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 22,4%. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 марта составляла 8529 рублей. На 2009 километре ЖД перегона Гагра-Цандрыпш из-за сильного шторма береговая подпорная стена получила повреждения, сообщает пресс-служба Абхазской железной дороги. Ремонтные бригады АЖД, выехав на место, оценили ущерб и возможные риски. В скором времени начнутся работы по укреплению земляного полотна. В 10-й средней школе города Сухум прошел очередной творческий конкурс «Проба пера», организованный Министерством просвещения и языковой политики. В этом году мероприятие посвящено поэзии. В нем приняли участие 30 старшеклассников из 5 районов республики и города Сухум. Юные авторы декламировали стихи собственного сочинения на абхазском языке, активно участвовали в конкурсах. Веселые и грустные произведения о родине, семье, дружбе, природе, любимой школе и учителях. Многие авторы тронули глубиной прочтения и артистичным исполнением. Оценивали конкурсантов представители абхазской творческой интеллигенции. Все участники пробы пера получили памятные подарки. Лучшие авторы будут объявлены через неделю в этнопарке Апсна, где детям проведут экскурсию. К сожалению, старшее поколение наших знаменитых писателей и поэтов потихоньку уходят. И все время в обществе бытует такое мнение, что абхазская литература может погибнуть, нет подрастающего поколения. Но так как мы с этим часто сталкиваемся, я могу уверенно сказать, дети, которые говорят прекрасно на абхазском языке, и не просто говорят, а дети, которые мыслят, так как если ребенок не мыслит на абхазском языке, он никогда не сможет писать абхазские стихи. Поэтому, может, не все будут великими поэтами, но из 30 хотя бы до 10 детей, что дети будут продолжать дальше и служить абхазской литературе, я уверена.
Абхазские брейкдансеры заняли 2 первых и 1 второе место на чемпионате по брейкдансу Battle Fortune, который прошел в Сочи в студии школы Тодес Аллы Духовой 9-10 апреля. В турнире приняли участие брейкдансеры из городов и регионов России и Республики Абхазия. Всего на чемпионат отправились 23 танцора команды «Эпснекрю» под руководством Джамала Тачуля и Мадины Кутелия. Была ли победа легкой и с какими впечатлениями вернулись с конкурса юные танцоры? С руководителем коллектива и победителем чемпионата пообщалась Шазина Ханагуа. Маркелу Чикадуа 6 лет. 2 года назад родители мальчика привели его в студию брейкданса. И с этого времени 2 раза в неделю он регулярно посещает занятия. Несмотря на юный возраст, на счету у Маркела 5 батлов. По словам мальчика, данный вид танца ему нравится, так как брейкданс – разнообразное направление, совмещающее в себе массу стилей. 9-10 апреля Маркел принял участие в чемпионате по брейкдансу в Сочи, на котором занял 1-е место. Вначале, когда совсем начало было, я стеснялся выйти. Потом уже все хорошо было. Я уже понял, это уже не страх, это просто танец. Я представил, как будто я просто дома танцую. На руке стоял, сальто делал. Я уже много раз участвую здесь. Это мой 5-й батл. Брейкданс – уличный танец, сформировавшийся в Нью-Йорке в 60-х годах 20 века. Это направление, сочетающее в себе сложные акробатические движения и демонстрирующее превосходную физическую форму танцора. Это самый старый и популярный хип-хоп танец, насчитывающий богатую историю развития и совершенствования. Всего из Абхазии на чемпионат по брейкдансу в Сочи отправились более 20 танцоров команды «Эпснекрю» под руководством Джамала Тачуля и Мадины Кутелия. По итогам чемпионата 1-е места заняли Даниэл и Маркел Чикадуа, 2-е место у Самсона Зантария. Поездка была организована при поддержке Госкомитета по делам молодежи и спорту. В течение месяца, хочу сказать, пригласили Мадину судить. И мы решили поехать вместе с коллективом на чемпионат, тоже такой, Юг России. Очень много танцоров собрали со всех Юг России. И там мы заняли 3 первых, 3 вторых. В общем, весь пьедестал, можно сказать, все забрали. И это было настолько, не знаю, приятно, даже приятно удивлены были на самом деле. Но мы не только сейчас выезжаем, мы уже давно выезжаем на чемпионаты. А после этого, как приехали, пригласили меня судить. И мы обратно с коллективом поехали. Мы стараемся брать, которые ни разу не выезжали, чтобы они набирали опыта. А из которых часто выезжаем, да, они уже их знают. Даже есть такие моменты, когда мы приезжаем, побаиваются. Мадина Кутелия выступала на чемпионате в качестве судьи номинации «Брейкданс». По ее словам, в отборе 1-й номинации было 60 с лишним участников. Первый день батла для нас прошел очень результативно, так как есть такая номинация, она называется «До 9 лет», отдельно до года тренировок. Система, там нужно сначала проходить отбор. Из 65 участников проходят только 36. То есть наши дети в основном все прошли этот отбор. Далее уже идут обычная система батлов, в которой они должны побеждать каждого и выйти в финал. И так сложилось, что оба наших ребенка оказались в финале. И, соответственно, один занял 1-е место, это Чикадуа Маркел, и Зантария Самсон стал у нас 2-м. Джамал Тачуля с детства интересовался этим направлением и искал возможность обучиться популярному уличному танцу. В 2010 году вместе с единомышленниками он открыл студию брейкданса при школе искусств имени Ковача. В группу принимают детей от 5-6 лет. Обучение проходит 5 лет. По словам Джамала Тачуля, обращаются многие любители, однако не все из них оканчивают обучение. На данный момент здесь занимаются около 50 человек. Через нас около 1000 человек, можно сказать, прошло вообще детей, которые приходят, уходят. А так мало кто заканчивает. По словам Джамала Тачуля, в планах провести в Абхазии открытый международный чемпионат и привлечь танцоров из-за рубежа. Шазина Ханагуа, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Одна из двух ваз, которые Абхазскому государственному драматическому театру подарил в свое время Миха Лакарба, возвращена театру после реставрации. До Отечественной войны народы Абхазии вазы из китайского фарфора украшали фойе театра. Во время войны вазы исчезли. Выяснилось, что они были украдены грузинскими оккупантами. Но со временем была найдена одна из ваз со сломанной ножкой и трещинами. В прошлом месяце по просьбе руководства театра абхазские реставраторы приступили к работе над этой находкой и обновили ее, насколько это было возможно. Сегодня отреставрированная ваза возвращена в театр. В Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба состоялась премьера спектакля «Маленький принц. Сказка притчи» Антуана де Сент-Экзюпери, любимая читателями всех возрастов. Ведь, как писал автор, все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Режиссер-постановщик, выпускник Санкт-Петербургского государственного института культуры, актер Абхазского драмтеатра Гудиса Тодуа. «Маленький принц» – это прекрасная, вечная, грустная и светлая философская сказка о чистоте детской души. Пока в человеке сидит ребенок, он сохраняет способность искренне плакать и искренне радоваться, не дает своему сердцу черстветь и довольствоваться уже достигнутым, говорит режиссер. Перевела сказку на абхазский язык поэтесса Нелли Тарба. Художник-постановщик Гарри Дочья, художник по костюмам Стелла Ампар. Премьерные показы спектакля 14-15 апреля. Начало в 19 часов. В Абхазии создан Паралимпийский комитет. Данная общественная организация прошла юридическую регистрацию еще в декабре прошлого года. Тогда же состоялось учредительное собрание, на котором был избран председатель комитета. Им стал 7-кратный чемпион Абхазии по карате Кёкусинкай, чемпион мира и Европы, 2-кратный чемпион России по пара-тэквондо Леон Свижба. О целях и задачах Паралимпийского комитета в репортаже Адицы Сагария. Помощник председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Рафаэль Ампар, открывая презентацию Паралимпийского комитета, поприветствовал участников мероприятия и коллег из России. На презентации присутствовали президенты всех спортивных федераций Абхазии. Нам очень хочется, чтобы в нашей стране обязательно развивалась физическая культура и спорт. Она, в принципе-то, и развивается. Есть определенные, безусловно, успехи. Но на достигнутых успехах останавливаться ни в коем случае нельзя. Создание Паралимпийского комитета Абхазии – это, безусловно, очень важный шаг в физическом развитии всех людей. И не только инвалидов, в том числе еще и здоровых, потому что это, в конце концов, рабочие места для тех же тренеров, которые работают. Поскольку Россия сейчас заблокирована по всем основным видам спорта, да, по всем видам спорта заблокировано, то теперь принято решение о проведении всех чемпионатов России открытыми. Поэтому я думаю, что в ближайшее время получите официальное приглашение об участии ваших спортсменов буквально по всем видам спорта, которые включены в программу Паралимпийских игр. И в том числе не паралимпийских дисциплин, которые не входят в программу Паралимпийских игр. Паралимпийский комитет является общественной организацией, представляющей спортсменов-инвалидов на уровне паралимпийских стандартов. Наша задача – помочь развить паралимпизм. Мы одни из первых предложили Леону Свижба, парню, который за сборную России стал чемпионом мира и чемпионом Европы. И вот так вот на учредительной конференции были руководители футбольных клубов. И поэтому мы очень рады, что молодой перспективный парень возглавил Паралимпийский комитет. Членами комитета могут быть как совершеннолетние граждане Абхазии, так и иностранные граждане. За что здесь для государства вот то, что делается в спорте, не безразлично. Подтверждением тому, что вот прекрасных два представителя и Делба, и Сангуля присутствуют на этом сегодняшней нашей презентации Паралимпийского комитета. Поэтому и вам огромное спасибо, и руководству страны, потому что спорт без поддержки государства, конечно, очень сложно будет развиваться. В планах у организации проводить работу и с детьми с ограниченными возможностями, чтобы помочь им достичь спортивного мастерства. Будем также развивать 10 видов, которые входят по климатическим условиям. На дальнейшем этапе будем стараться построить спортивный комплекс, чтобы наши дети развивались, и также приезжали, проводя сборы здесь люди. На этапах сборов, увидев других спортсменов, дети начнут развиваться и понимать то, что у них тоже есть возможности.
Паралимпийский комитет – некоммерческая, корпоративная, социально ориентированная организация, представляет собой самостоятельное, добровольное, самоуправляемое общественное объединение физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. Адица Сагария, Арина Гухава, Абхазское телевидение. В преддверии 9 мая Госкомитет по делам молодежи и спорту присоединяется к патриотической акции волонтеров Победы. Письмо Победы, сообщает сайт Госкомспорта. В рамках акции Госкомитет предлагает всем желающим написать письма поздравления со словами благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в Абхазии. Письма будут доставлены ветеранам в День Победы. Чтобы принять участие в акции, необходимо до 5 мая написать письмо поздравления, принести его в Госкомитет или отправить на электронную почту комитета. В пятницу 15 апреля с 0 до 18 часов часть Сухума останется без воды, сообщает водоканал. Без подачи питьевой воды останутся Кадорское шоссе, село Бахмаран, Турбаза, улица Братьев Зантария, улица Апсильская, улица Чанпа, село Дзыкта. На насосной станции номер 3 Киласур будут ремонтировать насос и устанавливать задвижки на Белом мосту. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в пятницу 15 апреля на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью возможен дождь, туман. Температура воздуха ночью +2, +7, днем +7, 12. Температура морской воды +10. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.